Гагаузский язык имеет статус родного, однако в повседневном общении пользуется все реже. В результате перед школой стоит задача не только сохранить язык как учебный предмет, но и сделать его изучение понятным и практичным для детей. Глава управления образования Гагаузии Наталья Крестева считает, что при разработке новой программы необходимо прежде всего учитывать реальную языковую ситуацию в регионе. Не секрет, и мы очень много об этом говорим, что сегодня одна из основных проблем заключается в том, что действующая программа по гагаузскому языку, она не всегда учитывает реальную языковую ситуацию. По словам Крестевой, многие дети приходят в школу, не владея свободно разговорным гагаузским языком. При этом уже на ранних этапах обучения они сталкиваются со сложной грамматикой и текстами. В итоге школьник может знать правила, но испытывать трудности в обычном общении. Эту проблему, отмечает Крестева, подтверждают и результаты опроса, проведенного среди родителей, педагогов и учащихся в конце учебного года. В конце учебного года провели массовое анкетирование среди родителей, педагогов, учащихся, которое также показало, что подавляющее количество опрашиваемых считают программу сложной и перегруженной. В управлении образования Гагаузии утверждают, что речь идет не только о критике действующей системы. Региональные педагоги и представители научного общества разработали альтернативную программу. Она уже 2 года официально пилотируется и, по словам Крестевой, показывает положительные результаты. Главное предложение представителей региона – изменить последовательность обучения. Позиция заключается не в том, чтобы снизить требования, но нужно учитывать социолингвистическую реальность региона и понимать, что сначала ребенок должен научиться понимать гагаузский язык, говорить на нем, а потом уже осваивать постепенно грамматику, чтение, письмо и так далее. София Раковчина является преподавателем гагаузского языка и литературы, истории, культуры и традиций гагаузского народа, учителем начальных классов гимназии имени Михаила Танасогла села Кирсово. Более 50 лет София Левтеровна посвятила воспитанию подрастающего поколения. Современные дети говорят ниже среднего. Даже если они знают гагаузский язык, понимают, но они почему-то боятся говорить, стесняются. Детей надо учить сначала говорить, строить предложения, а потом уже зная, как строится предложение, имея словарный запас, можно переходить к изучению букв, можно уже учить читать, писать. Но первый класс, он должен быть обязательно устный курс. Жители автономии, которым нам удалось задать вопрос о доступности программы обучения гагаузскому языку в учебных заведениях, положительно высказались о данной программе. Лично для меня программа гагаузского языка не особо трудна, так как я сам являюсь гагаузом и хорошо знаю гагаузский язык. Но для многих приезжих трудновато он является. Мои дети с легкостью прошли гагаузский язык. То есть у меня в этом году даже 3 ученика, да? Всем моим 3 детям, ученикам, вроде бы неплохо. Правда, младший немножко хромает сейчас гагаузским языком. Дочка вообще в совершенстве. Прям на 9-ке, 10-ке учится очень хорошо по гагаузскому. То есть очень сильно идет. Сын тоже, да, неплохо. Программа гагаузского языка доступна для детей в садиках. Мои дети учатся в садике, и мне очень нравится, насколько преподносят, как обучают. И дети дома постоянно на гагаузском и поют, и слова вспоминают разные, цвета. У меня 3 было в садике в этом году, поэтому очень нравится. Публичное обсуждение проектов учебных программ дает возможность педагогам, ученым, родителям и самим учащимся представить свои замечания и предложения. Насколько они будут учтены при окончательном утверждении программ, станет ясно после завершения консультаций. Новые программы должны вступить в силу с 2027 года. Светлана Димитрогла, Иван Кара, Мария Казаку. Новости ГРТ.